Возможно, где-то здесь, среди этих неприступных гор, еще сохранились следы тех крепостей, которые защищали караваны с товарами от нападений разбойников. Кавказ насквозь пронизан ущельями. Огибая хребты, по ним можно пройти через все эти неприступные горы. Вероятно, торговцы и купцы так и поступали, минуя регионы, охваченные войной. Вот рядом река Асса. Чтобы оказаться в Таргинской долине, мы должны двигаться вверх по течению к ее истокам. Где-то там, рядом с каньоном скалистого хребта, мы должны найти постройки, отмеченные на картах еще несколько веков назад. Места здесь такие же безлюдные. На первый взгляд кажется, что любой самый незначительный отряд мог бы захватить все эти долины и ущелья. Но это очень обманчивое впечатление. Кавказ никогда не был покорен. Пока ничего не выдает нам, что здесь могли проходить древние торговые пути, или просто все постройки разрушены временем или людьми. Мы уже ушли в горы на значительное расстояние, и стало казаться, что либо нас обманывают старые карты, либо мы избрали неверный маршрут, и нам предстоит начать все поиски заново. Мы были готовы повернуть назад, как вдруг совершенно неожиданно увидели следы какой-то древней постройки и решили подойти поближе. В это трудно поверить, но перед нами и правда христианский храм. Причем храм очень древний. Такие изображения характерны примерно для IX-X веков нашей эры. Невероятно. Мы обратились к документам в поисках разгадки сооружения, которое совершенно случайно нашли. И на этот раз нам повезло. В исторических архивах нам удалось обнаружить редчайшее свидетельство некоего Миллера, путешествующего в этом краю в 1886 году. В пространном сферическом треугольнике представлены в середине человек, по-видимому, сидящий на троне, по бокам его две стоящие фигуры. Одна держит в левой руке крест, а правую положила на рукоять меча. Другая фигура в епитрахиле и с кистями винограда на плечах. В той же западной стене, по обеим сторонам среднего барельефа, вделаны плиты с изображением двух ангелов. Мы решили сверить описание более вековой давности и действительно на одном из фасадов обнаружили этот удивительный барельеф. Вот правая фигура с мечом. Она хорошо сохранилась. А левая разрушена, хотя по стопам видно, что там тоже был изображен человек. Не хватает еще барельефа с изображениями ангелов. Но вся картинка и правду заключена в сферический треугольник. Это явно то же самое изображение. Находка в этой пустынной местности древнего христианского храма очень важна для нас. Благодаря ей становится ясно, что в этих малонаселенных городах были искусные строители и умельцы.
Единственный народ, кто мог построить в такой древности сооружение, прекрасно сохранившееся до наших дней, были грузинские православные монахи. А если они совершали такие сложные постройки в X-XI веках, значит, их опыт мог быть востребован и в постройке горных крепостей. А грузинская церковь была самой могущественной и влиятельной во всем Кавказском регионе. В очень редкой и малоизвестной грузинской летописи середины XV века, дошедшей до наших дней под названием «Предание о воинах гор», есть буквально 2 строчки, подтверждающие наше предположение. Речь в них идет о грузинских монахах, уходящих из городов вместе с воинами. И они делали святое дело, создавая города в горах, стоящие так высоко, что только птицы видели, как идет строительство. Обнаружив храм, упоминаемый в источниках, у нас появилась уверенность, что мы сможем найти и горные крепости. Для этого нам предстоит подняться еще выше, к самим истокам реки Асса. Вот это да! Это же настоящая крепость. Что же мы нашли? Нам предстоит не просто осмотреть, а изучить найденные здания. Вспомним, что по всему маршруту Великого Шелкового пути были возведены защитные крепости. Возможно, мы нашли одну из таких крепостей. С первого взгляда видно, что башня эта отнюдь не декоративного характера. Это настоящая боевая крепость. А высота ее около 20 метров. А вот это уже очень интересно. Мы ожидали найти руины старых зданий, но никак не высочайшие охранные башни. Их высота имеет особое значение. С одной стороны, с них издалека можно было заметить врага, а с другой – подать сигнал в случае опасности. Такую башню есть смысл строить только в том случае, если с нее видно другую крепость, находящуюся на удалении. А это значит, что, возможно, мы нашли целую сигнальную систему. Мы решили исследовать весь комплекс зданий. Это совершенно точно боевая охранная башня. Вход всего один и очень узок. А сверху находятся не просто окна, а настоящие бойницы. Да, в неразрушенном виде это была неприступная крепость. Стоящие рядом постройки только убедили нас в правильности направления поисков. Эти здания разрушены намного сильнее, чем боевые башни. Но разрушил их явно не противник, а время и природа. Судя по всему, никаких регулярных военных действий в этом районе не велось. Этим постройкам больше 7 веков, и они ни разу не были разрушены. Значит, один вывод можно сделать уже сейчас. Татаро-монгольская армия не дошла сюда. А значит, если здесь и правда пролегал торговый маршрут, он находился в полной безопасности. Эти стены могли защитить любой караван от грабителей и разбойников. Мы продолжаем поиск новых крепостей, чтобы понять, была ли создана целая цепь таких построек, и если да, то по какому маршруту. Ведь только так мы сможем восстановить и нанести на карты часть Великого Шелкового пути, пролегающего в этом районе Кавказа. И наши поиски следующего укрытия не были долгими. Еще одна крепость, прямо по торговому маршруту. Даже с такого расстояния видно, что план застройки
полностью совпадает с обнаруженными ранее крепостями.